Ну что, друзья, вот мы опять на нашем озере. И сегодня уже 29 ноября. Четвертый день нашего пребывания в лесу, можно так сказать, в дикой природе. Вчера на озеро сюда не приходили, так как вчера сходили на речку, порыбачили на реке, поймали сишка, 3 или 4 хорюзков, я уже что-то, ну пусть скажем 3 хорюза, сижок, и поставили около 30 палок, наверное, в надежде на налима. А сегодня, думаю, чтобы потом не отвлекаться, Иван Григорьевич с Ромкой пошли с утра на утренний клев харюза в надежде поймать белую рыбу. Ну а я пришел сюда, поднимаю жерлицы, одалбливаю. Вот на все 15 жерлиц только единственная сработка. Один загар. Будем надеяться, что это щука, потому что 2 дня все живцы почему-то подохли. То ли это из-за озера, так они обычно, когда через жабры, живут долго. Все живцы дохлые. Но одна дохлых живцов, видать, не берет. Или вообще здесь щука какая-то не такая, не активная, или что, не поймешь. Или озеро это заморное. Короче, смотрим очень внимательно. Конечно, очень хотелось бы, чтобы здесь была щука, и мы нормально ее вытащили. Просто столько трудов, вы не представляете. Каждую жерлицу поставь, а потом еще сними, отдолби. Нету ничего. Пусто. Совсем пусто. Сейчас я, конечно, посмотрю, что там было. Морозов больших не было, так что сильно не замерзло. Но пусто. О, не, кто-то есть. Что-то дернуло. Сделаем на всякий случай больше дырку. Что-то дернуло. Что-то небольшое дернуло. Так. Ну, давай, иди, родная. Иди, родная. Что-то дергает. Вот такая чуренция небольшая. Вон, друзья, какая здесь окрас. Какой окрас у этой щуки интересный, как леопард. Вот такая сверху красная здесь щука. Тихо, моя хорошая. Вот такая вот красная. А тут вообще вот как леопард получается. Вот так. 2 щучки у нас. Это меньше, та чуть больше. Как-то вот так. Все-таки, друзья, увидели мы поклевку за 3 дня. Одна щука где-то с килограмм, это грамм на 600 где-то, может быть. И встречаемся. Теперь уже подниму эту жерлицу и сделаем включение на Печоре, на проверке продольников. Ну а заодно и посмотрим, что поймали Иван Григорьевич и Ромка. И если будет клевать, то и сами половим. Встречаемся на Печоре. Ну вот, добрался я до своих рыбаков на Печоре, которые они уже проверили палки. Вот наш улов на палки. Вот такой налимчик. Этот килограмма на 1,5 по-любому. Вот такой. Килошечка тоже будет. И помельче. 2 поменьше. Еще вот таких 3 получается. И вот это поймали они на удочку. 1, 2, 3 хариуса, 1 сижок. Не густо, но и не пусто. Хоть что-то есть. А как азартно, с одной удочки 3 достал, прикинь? Теперь
Кого, налимов? Не, Харю. А, сразу с утра. Вот, рано сразу как пришли, да, клевало? Пришли, да, троих достал, да? Ваня Да, там да. по шее. Все, а вы просто надо буриться, искать вы на одних и тех же лунках. Я клюет ведь здесь. Местами клюет, не берет, там перестала просто, поэтому ушли. Так что сейчас перекусим, попьем чаю и будем ершей ловить для начала. Хотя бы ершей половить, а то они, что тут, 3-4 ершей, и то полудохлые. Ну вот, хотя уже такой улов, и у меня одна небольшая щучка там. На крайней жерлице, главное, которая, помнишь, что, говоришь, пришагнула? Говорю, а самый крайний с этой А, стороны. ну к кустам. Самый крайний вот там. Нормально. Все, обед. Будем пить чай, кушать сало Да, и обед. будем ловить рыбу. Утром начал. Ерша. Утро опять начиналось. июль. Да. И ветер был тише, и... Слушай, я пока С бурился, одной лунки, представляешь, с одной. Сразу, пока да? бурился, Рома, Так, вот посидел, думал, ёшна пришел. Ох, Эту блесту, да? нет, сую. Хариус у нас не клюет, зато ерш клюет просто отлично. О, очень хорошо. Вот Рома с Ваней надергали вот такую кучу ершей уже. Я тоже сюда пару штук закинул. Вот. Так, все. С живцами проблем нет. Скоро будем. Налиму кормить. Да. Да, налим. Что замерз, что ли, Иван? А? Кочет? Ой, блин, у меня пальцы отморожены. Видишь, немножко меня... Так. А у нас вон свое ведерочко. Поставил 2 удочки, но, скорее всего, на 2 удочки не буду успевать. Пока ходил, уже съели червя. Попробую насадить опарыша. Потому что на опарыша берет похуже. Но он лучше держится на крючке. Вот все 4 штуки сейчас насажу. Итак, вот такую кучу. Посмотрим. Ну, и она опарыша тоже клюет. Он только закинул. Сразу. Кстати, еж клюет тоже не везде. Вот обошли мы все лунки. Там один, там один. Там ни одного. А вот тут нашли местечко. И он, видать, здесь тайгой стоит. В одном месте. Далеко вот от берега. Опа, уже сидит. Ушел. Так что завтра будем ехать домой. Можно будет немножко тоже отвезти в Троицк. Там с живцами у нас проблема. Здесь вот он. Здесь он, слава богу, клюет иногда. Сейчас темнеет, дождемся темноты и проверим еще разик. Просто сделаем лунки пошире возле палок пешней. И заодно посмотрим. Теоретически в сумерках вполне может попасться на линь. Ну, как-то вот так мы таскаем ершей. Хоть ерш клюет, и то хорошо. Бывает, и его не найти.
опарышек чуть послабже берут. Все, включаемся. Ершовая рыбалка. Ну что, начинается 5-й день нашей рыбалочки. 5-й же. Вторник, среда, четверг, пятница. 5-й день, 4 ночи же спали. Русский город в натуре. Потерялся уже. Кое-кто уже потерялся во времени. Начинается 5-й день нашего замечательного отдыха, так скажем. И начинается он с ветреной, прохладной погоды. Заключительного дня. Пробурились в надежде поймать с утреца хариуса. Иван Григорьевич, как ваше настроение? Бодрые, идем ко дну. Настроение бодрое. Он Сейчас, подсыпал если- кашки. Если клюнет, Вчера с утра, говорят, поймали. Вы сколько? 4 вчера поймали? 5? 4. И позавчера 4. Каждый день дает по 4 белые рыбки. 3 хариуса, 1 сиг. Вчера тоже был 3 хариуса, 1 сиг, да? Так Я что норму свою перевыполнил. уже перевыполнил. Поставили вот еще несколько палок на налима сюда и чуть выше, потому что на глубине налим не клюет, оттуда переставили, поставили возле берега. Сейчас немножко порыбачим, если клюнет хорошо, нет, так проверяем палки на налимов. И все, и домой. Друзья, только-только выключил камеру, вот он красавчик, клюнул, хапнул сразу. Ну почему вот так, а? Только успел выключить камеру. Вот он, первый хариус. Осталось поймать 3, да? На сегодня. Он не клюнул, он потянул. Он просто потянул вниз и все. Вот так, Янцкадан. Красавец харюзочек. Итак, друзья, поклевок хариуса мы так больше и не увидели. Решили не терять времени. Иван там что-то пытается еще найти. А я вот вернулся на свое ершовое место. Пробурил 3 лунки. 3, 6, 7 ершей уже я поймал буквально за пару минут. 3-ю удочку вот даже не успел закинуть. Клюет просто вот так. Короче, половим ерши и пойдем проверять палки. Зачем тратить время впустую, когда можно использовать ее с пользой для дела. Красота. Ёж тоже не всегда, кстати, клюет. Бывает, ему опарыша вообще не надо. Только червя подавай. А сегодня он даже посредь бела дня клюет на опарыша. Так что подоим ершей, так сказать. Раз шевельнул. О, уже клюет. Уже клюет. Опа, ушел. Надо вишню тоже эту закинуть. Опа. Уже клюет. Клевал бы так хариус, блин, как еж клюет. Ушел. Еж тоже нужная рыба. Бывает целыми днями. Ловишь его за целый день. Бывает 5-6 штук поймаешь, а бывает и того не поймаешь. Сохранить тяжело. Но я так думаю, без перевозки, если сразу закинуть в тюрьму, все получится. Надо проверить и насадить их. Ух,
какой маленький, малюсенький ёршик. Вот такусенький, малюсенький. Забагрился. Мы тебя тоже на маленький кусок насадим. Может, язёк хапнет тебя. Язюк. Насаживали на червей. Думали, что-то может клюнет. Червей просто тюкает. Хотя на лиму, говорят, вчера вот они проверяли. Все на лиму клюнули на червей. Третью удочку не успеваю даже насадить. Просто идет долбежка. Ну как-то вот так. Мы опять долбим ершей. Еж клюет. И клюет довольно-таки неплохо. Показывать одно и то же. Думаю, опа. Смотри, какой большой ершина. До этого был маленький, а теперь просто он здоровый. Тебя мы нацепим на большой крючок. На трофейного налима. Трофей должен быть. Его не может не быть. О, уже клюет. Ну все, друзья. Выключаемся и встречаемся уже на проверке палок. Сэкономим энергию, да и показывать, как одного за одним дергаю. Думаю, интересного мало. Рыбалка для души, так называется. С пользой для дела. Все. До встречи на палках. Ну а теперь, друзья, можно и включиться. Понимаете ли, дергаю я на все 3 удочки ершей. Он надергал вот такую кучу уже. Тут хлап и удочку с рук вырывает. Вот такой вот красавец хариус. Просто. Вчера было так же. Дергаю, у меня рука, ну, держишь ты слабо, как бы 2 руками. 2 пальчиками, можно сказать. Вчера ушел. А сегодня нормально. Он сегодня зацепился, хотя удочка успела упасть. Вот так же вот 2 пальцами раз. У меня удочка тынк туда, я схватил. И сегодня мне удача улыбнулась. Второй хариус. Так что я вот он. Долбит на каждую. Я тут как на барабанах играю. Успеваю только дергать. Везде поклевки следуют. Только ерш, видать, мелкий, он немного потреплет и бросает. Не каждый заглатывает. Ну вот. Теперь точно выключаемся. И включение будет на палках. Рекламная пауза. Ну, Ивана оставили ловить ершей. Что-то слабо начало клевать. Хорошо поклевало, перестало. Поймали на сегодня, чтобы насадить. Начинаем проверку. Проверять будем в порядке очереди. Отдолбили, проверили, потому что долбить надо будет очень много. Бур на 15 мы затупили и ставили под 10 сантиметров. Эти лунки насквозь промерзли, а основной лед местами больше 30 сантиметров. Вот здесь вот вижу, вот он, да, сантиметров 35, наверное. Так что сегодня придется подолбить хорошечно. Ну что, смотрим. Первая палка. И первый маленький налимчик, походу. Точно вот он, дрищ-пакет. Так, плавайте дальше. Ловите большого налима. Проверяй. По очереди будем. Кто удачливее. Ёрш живой. Второй живой. Тоже пусто. Так. Здесь дырка у нас мелковато получилась, но потом
отдолблю хороший пешней. Кстати, вот и ответ весь. Какая пешня лучше, 3-гранка или 4? У меня 4-гранка. Долбит просто на ура. У Вани 3 слабовато. Мелкий дрищ, что ли, там где-то слышно? Или это еж такой? Еще я, блядь, зацепился. Ну, не, это еж большой. А нет, там еще 3-й крючок у меня. 3 ерша вот и тянуло. Ромка тащит. Ничего, нету. Вот крайняя палка. А маленький? Маленький есть? Да. Ну. Ёрш, ты просто цепляюсь. Под лед. А, да. Под лед цепляюсь. А, не-не-не. Налимчик все-таки на последнем крючке висит. Не последний. Ну, в смысле, на последней палке, я хотел сказать. Живой того ерша пускай, пусть. Ну-ка. Первый налим второго дня. Вон, смотри, дай, отцепляй как надо. Вот, смотри, все легко и просто. Тут просто берешь крючок, видишь, вон. Все, отцепил. И враг вот толкнул. Ага. А ты куда-то в рот туда лезешь, да? Как ты достанешь? Ты его не достанешь никак. Вот, первый налимчик. Грамм на 250, может быть. 300 и то не дотянет. Ну, может, еле-еле 280. Вот новый ряд, 8 палок перекинули вместо только 1. Ну, пойдем проверять верхний ряд сейчас. Так, проверяем верхний ряд. Тут тоже поставили мы 1, 2, 3, 4, 5, 6 палок. И здесь у нас 1 ёрш и 1 червяк. Смотрим, клюнуло ли что-нибудь на червя. Рома говорит, вчера все налимы попали на червей. Ершей не любят типа. Не, никого. Ёршик живой. Червя сожрали. Пусто. Кто-то обсосал. Ёрш, наверное, Петрович. Не знаю. Ставили палки под 100 миллиметров бур. Лед где-то толщиной вот такой примерно. Сантиметров 30. И теперь вот этой 3-гранной пешней. Говорят, 3-гранка хорошо. Мне, если честно, или она угол заточки чуть широковат, надо уже. Ну не знаю, у меня 4-гранка долбит лучше, это 100%. Вон, тут вот такая дырочка, она с вчерашнего дня толком не замерзла, потому что мы ее засыпали. И своей пешней я просто с края вот так вот начинаю рубить. И у меня это получается нормально. А тут пешня, мало того, что плохо рубит, еще и короткая. Вот так вот. В одну точку. Раз, два, три забивается. А? Есть тюрьма, да? А что ты хотел? Ершей. А что мерзнут? В воде-то им ничего не будет. Или их много? Немного, штук 30 есть. Ну пусть пока там будут, потом. Та тюрьма полная уже, надо во вторую. И лунку делаем мы хотя бы, чтобы, ну не такая, но чтобы влезала нормально лопата. И вот так вот просто новая лунка. Когда по первому льду выставляешь, то поставить палки ничего сложного. 2 раза тюкнул и все. А когда вот так вот после 30-ника все замерзло, налить, потрудиться надо минуты 3 на каждую лунку уходит, это точно.
примерно вот так готовится каждая пешня. Потом все это убирается лопатой, кидается в одно место. Дальше, чтобы не осталось. Сега вот какой зацепил там с ершами вместе. Сига? Да. Молодец. А что ты говоришь, Хариуса? Я откуда сказал, просто поймал, я думал, Хариуса. О, у меня там Хариус клюнул. Ой, Иваныч, говорю, что Григорий поймал снежка. Так что сегодня у нас 3 белые рыбки уже. Григорьевич, похвастайся, похвастайся. Вот какой. Да, блин. Хорошо клюнул. Ой, как я думал, окунь. Ловил ершей, а поймал. Вон, икра, хорошенький сижочек. Ну, Вон. А у нас только вот на нижнем ряду один налимчик. На 8 палок. ай-яй-яй-яй-яй. Ну, так все равно хоть и то такое себе. А на тех длинных ничего. Да? Пока еще не дошли, мы еще эти отдалбливаем, мы уже подсотки эти ставили. Это полегче пойдут, они под 15 были. Мы же каждый вон раздалбливаем. Хотя бы, чтобы лопата влезала. А то крупный налим сотку-то не пролезет. Ну, ясно. Я, блин, вот так А, это я, да, проверяю? подразнил, вот Да. так, цоп нафиг. Ну давай, доставай тут налиму. Потому что Алтай не трогать. Алтай, налима не трогать. Сейчас. Никого нет. Никого. Ерши живые. Живые, конечно. Все. Да. Ну что, Ромка, тащи налима. Твоя палка. Я вытащил ершиков. Что-то есть натяжка, да, вроде? Да. Сильно большой, нет? Нет. Крючок не будешь доставать? А, вон он. А, небольшой. И все. И все, да? Угу. Сейчас запутает все. Не запутаешь. Да, бля, выпустит его. Уже не запутает, он запутал все, блин. Он хвостом крутит, бля, вокруг своей оси. Слабо отцепился, отпусти его. Пусть живет. Не заглотил. На червя опять. На тебя, да? О, нормально, отцепляй, выпускай. Пусть плавает, живет. Давай, братан. Расти, возвращайся. Всех позови сюда, больших. Пап, мама. А, сюда есть ерша. Мелкий есть, крупного нет. У нас осталось еще здесь 2 палки. И пойдем проверять вчерашние, которые... Он обещал вернуться в следующем году. Да. Вчерашние палки улов принесли. Глянем сегодня, что на них. Так, достаем тюрьму и кидаем у Ивана ершей в садок. Тюрьма это не культурная. Да-да, в садок. Вот этот садок. Пустой. Садоку. Так, ну и не забываем, здесь у нас крючочек с червячочком и першочком, где ничего нету. Мешок живой. Солома. Ёрш живой, трава что ли здесь? Да. Не несет, наверное. Всё. Живые ешь. Никого. Ерши накидаем в садок и отдадим Ивану ведро, чтобы дальше ершей сюда ловил. Так и сделаем. Да, вот иначе. И моя палка. Посмотрим. Что-то у меня с каждой палкой надежды все меньше и меньше. Что-то все пусто и пусто сегодня. Здесь никого, 2 ерша. Живее всех живых. Надежда умирает под... Она походу умерла. Сегодня 2 новости печальные. Никого. Пусто. Так, темно уже, камеру не включали. Ромка тут что-то говорит, дергает. Сейчас мы проверим это. Посмотрим.
потихоньку, сильно не тяни. Опа, есть. Все-таки есть налимчик. На маленький крючок попался, да? За губу еле-еле, да? Еле-еле за губу. Ерша это. Мы уже все оставили, все корыта. Просто уже проверяли, дергает, не дергает, потому что уже начало темнеть. И все-таки вот он клюнул. Обкакался бедный. Где-то полторашечка по-любому. Килограмма полтора будет налимчик. Вот такой. Вот такой вот налимяка. Я ждал, я дождался. Вот такой вот. Ну сразу чуть-чуть хоть настроение поднялось, а то идем, да идем. Все, мы уже просто проверяли, дергает, нет и нет, ни лунок не делали, ничего. Собираться. Да, потому что сейчас темнеет, уже надо собираться. Город. Ну хоть что-то. Не ноль. Все. Смотрим дальше. Ветер еще поднялся, холодина вообще, руки коченеют. Ну вот пока мы проверяли палки, Ваня поймал еще одного сига. И так и получилось в день по 4 белые рыбки. Вот они. Только каждый день было 3 хариуса, 2 сига. Ой, 1 сиг. А сейчас получилось 2 сига, 2 хариуса, 1 налимчик и 1 чуть больше. И 1 налим. Почти килограммик, наверное, точно. Может чуть больше. Это сегодняшний улов. На общий улов у нас в мешке. Мы покажем. Да, покажем сейчас. Достанем, соберемся. И как выезжать под фонариком. Но мы вам покажем итог нашей рыбалки за 5 дней. Ну а теперь остатки ершей, то, что осталось у нас в ведре. Не знаю, видно, не видно. И что Григорьевич наловил. Мы сейчас закинем это все в садок. Пусть поживут там. Все. Скоро домой. Ну вот. Рыбацкая компания. Все. Закончили 5-дневную рыбалку. Как, Григорьевич? Да. Успешно. Успешно, да? Ну-ка давай взвесим общий вес пойманной рыбы. Сейчас мы это... Подними. Сейчас начало портиться, но было хорошее. Да, в любой это. Поднимай. За веревку. Подними, поднять-то сможешь? Даже не поднять. Зачем столько ловить было? Почти 12 килограмм. Ну-ка давай высыпь, посмотрим, что мы поймали. На солнышко высыпай. На солнышко, говорю, под фонариком. Okay. Это мы поймали за 5. Рыбачили. Смотри, это. Рыбачили на озере. На жерлице рыбачили на озере. На удочку рыбачили на печоре. Рыбачили, ставили палки на налимов. Получается 4-4-4. 12 белых рыбок. 12 белых рыбок. 3 вот таких. Эти 2 одинаковые, да, почти получается. Этот крупнее. 3 налима хороших. 12 вот. Щуку переломали. Щуку переломали. Вот такая щучка у нас переломанная. Это тоже сюда. К этим. Вот еще щучка. 2 щучки. Налимяки. И мелочь на уху. Вот еще хариус. Вот так вот раскидали по всему льду. И даже и не видно как бы этих 12 килограммов. Ну на уху поймали. На малосолочку поймали. А, вот здесь. Там 4 штучки. Первые дни. А, первые 4 жигана еще здесь получается. И окунь еще. Первые 4 жигана. 3 жигана, сиги, окунь. Так что нас скребли понемножку. Жаль, озеро ничего не дало. Озеро давало 2 щуки, как нет. А, ну да. Надежды были, конечно, на озеро. Приехали. Ну, зато. Вот так вот видно, да, меня? Да. Отдохнули отлично. Время провели в избе замечательно. Жить. Погода была прекрасная. Погода вообще огонь. Да, Фартануло. сегодня Ну, ничего, вот ветерок похолодало, поднял. чуть ветер. Нормально. А так было отлично. Палки мы оставим. Пусть ловят, да? Да.
Роман в город поедет, когда-нибудь да приедет еще, может. Роман сегодня, не сегодня, а за эту рыбалку Рома впервые порыбачил на зимнюю удочку. Поймал рыбу впервые. Так что все азы он ухватил, теперь он будет уже настоящим заядлым зимним рыбаком. Правильно? Ну, конечно. Летом он рыбу уже ловил, зимой он уже Зимой тоже интересней. поймал. Зимой надо найти, летом ты что, закинул, поймал? Да. Зимой. Так что Азарт есть теперь. всем до свидания, всем пока и встретимся уже на другой рыбалке. Надеюсь, это будет скоро. Надеюсь, это будет очень скоро. Я тоже надеюсь, что и скоро на рыбалке. До свидания, друзья. Пока-пока. Поехали. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.